Сегодня 3 ноября 2020 года. Мы снова перед зданием суда в Берлине, где проходит суд над русским террористом Вадимом Красиковым, да, как его сейчас определили. Этот человек обвиняется в убийстве чеченского и грузинского патриота Зелимхана Хангашвили 23 августа 2019 года в Берлине, недалеко от этого самого суда. Сегодня был допрос двух свидетелей, мужчины и женщины. Мужчину и женщину допросили. Показания, в принципе, они давали те же, аналогичные тем, которые давали другие свидетели. Кроме одного, другие свидетели, которые выступали на предыдущих судебных заседаниях. Единственное, сегодня был молодой человек, мужчина, который рассказал, что видел непосредственно первый выстрел, слышал и видел момент первого выстрела, потому что все первый выстрел подумали, что это взрыв шины велосипеда, колеса. И первый хлопок этот показался, что это взрыв велосипедной шины. Но этот молодой человек сегодня рассказал, что человек, ехавший на велосипеде, на расстоянии 5 метров сзади, со спины, как и полагается русским террористам, со спины выстрелил 2 раза в спину Зелимхану Хангашвили. После того, как Зелимхан упал, киллер сбросил пистолет, бросил велосипед, подошел и с расстояния 30 сантиметров выстрелил лежащему уже на земле человеку. После этого он взял свой пистолет, положил его в рюкзак, который все свидетели описывают одинаково. Также на нем был парик, все как обычно. В принципе, свидетелей было очень много на этом месте. Киллер положил пистолет себе в рюкзак и уехал на велосипеде. Киллер был очень взволнован и очень нервничал по его движениям. Свидетель говорит, что было видно, что практически в паническом состоянии находится киллер. И его движения, когда он засовывал этот пистолет в рюкзак, они были такие быстрые, такие, взволнованный он очень был, практически в паническом состоянии был киллер. Но ничего удивительного, средь белого дня при десятках свидетелей убить человека, это, конечно, срочно нужно было Путину выполнить этот приказ. Без сомнения, это идет приказ самого верха России, от главного альфа-самца, который приказал убить Зелимхана Хангашвили. Ранее альфа-самец, так называемый президент России Владимир Путин, пытался неоднократно запугивать разных политиков. В том числе известно, что он Макрона дергал за воротник, запугивал. Также он запугивал Меркель, пытался запугивать Меркель. И даже здесь в Германии вышла статья, где было написано, что Меркель боится путинских собак. Не собаку Путина. Была такая статья большим заголовком, Шпигель, по-моему. И этот человек, несмотря ни на что, должен был убить именно, несмотря на большое количество свидетелей, несмотря ни на что, должен был совершить это преступление. Он его совершил, скрыться ему не удалось. Следующее заседание будет в следующий вторник. Будут допрошены полицейские, 3 полицейских, как заявил судья сегодня. В принципе, на этом все. Будем вас держать в курсе всего процесса по мере возможностей нашей. Всех, кто хотел бы прийти сюда, вы можете прийти. Это сейчас адрес, название суда. Я попрошу вам, чтобы показали. Это центр Берлина, можете прийти, спокойно зайти. Любой человек имеет право зайти. В принципе, себе нужно иметь паспорт, зайти и в качестве публики просто находиться в зале и просто посмотреть и послушать, кто говорит по-немецки. А так призываю всех распространять максимально информацию о русском терроризме. Если бы это был бы чеченец, об этом бы сейчас трубили бы все российские СМИ, но сегодня мы не видим российской ни одного средства массовой пропаганды, на то оно и средство массовой пропаганды.
Так, в принципе, все для стороны обвинения идеально. Адвокаты занимают пассивную позицию, молчат, как у врачей в данном случае не навреди, потому что показания даются однозначные, безусловные, стопроцентные, ну, за исключением некоторых нюансов, которые иногда возникают, там путаница в деталях происходит у свидетелей, путаница с показаниями, данными ранее, то есть год назад полиции. И обычно, когда такие моменты возникают, это нормально, такое часто случается, когда проходит большое количество времени, почти год, больше года уже прошло с того момента. Свидетели обычно говорят в таких случаях, что считайте, что показания, данные моей полиции, они более верны, потому что я тут могу там ошибиться. И все, речь, конечно, только лишь о нюансах, которые, в принципе, для роли, для дела существенной роли не играют. Спасибо за внимание. Всего самого хорошего. Подойди, пожалуйста, покажи какой-то суд, чтобы кто захотел, мог прийти. Дом 91.